Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня давайте снова сделаем расклад, что он думает обо мне сегодня. Расклад на 3 варианта, как я всегда люблю делать. Так, загадайте вашу ситуацию, вашего партнера, представьте себе его. И я разложу 3 карты. Так, первый вариант, второй вариант, третий. Так, ну давайте посмотрим сигнификатор первого варианта. Это у нас карта башни. Так, ну посмотрите, здесь у нас что-то прям какой-то сильный был скандал. Все как-то разрушилось по карте башня. Давайте посмотрим более подробнее, что же здесь у нас случилось. Что так у нас первый вариант сразу с такой картой. Так, ладно, давайте посмотрим, какой партнер на сегодняшний день выходит у нас. Партнер у нас король мечей. Он у нас сейчас такой немножко безэмоциональный. Или даже если у него есть эмоции, они все у него внутри. По карте Луна. Человек ушел в себя. И причем стабильно ушел в себя, потому что 4 жезлов это у нас карта стабильности. Вот, и он сейчас как-то вот находится во внутренних противоречиях, не хочет. Ну, король мечей вообще такой товарищ, очень любит справедливость, любит, наверное, как-то, чтобы все было по полочкам. И товарищ достаточно холодный. Вот таким он сегодня у нас выходит. Так, что он думает о вас на сегодняшний день? Давайте посмотрим. Так, ну, он видит, что что-то не приносит ему должных плодов. Что он о вас думает? Он как бы хотел бы к вам проявиться рыцарем кубков. То есть, грубо говоря, принести свою любовь к вам. Вот. И тут у нас еще такая вот хорошая карта выходит, карта влюбленных. То есть, в принципе, если у вас какой-то был разрыв или что-то произошло не очень хорошее, то человек все равно намерен к вам проявиться и все-таки как-то вот прийти к этой карте, да. Я думаю, что здесь мне не стоит ее как-то комментировать. Так, хорошо, что он чувствует к вам? Что у него на душе к вам на сегодняшний день? Притяжение. У него есть к вам притяжение по карте сила, то есть вы его влечете очень сильно к себе. Вот. И еще карта нам намекает на то, что он хочет как-то перебраться с одного берега на другой, то есть как-то, может быть, он дорогу к вам все-таки делает, тем более нам еще тут рыцарь кубков выходил, который хотел к вам проявиться. Но у него какая-то подвешенная ситуация, что-то он не может пока решить и находится вот в подвешенном состоянии. Что он не может для себя решить? Почему он в подвешенном состоянии? Потому что вот он находится в позиции выбора. Он строит какие-то планы. Ну, в принципе, смотрите, он вышел нам сегодня королем мечей. И тут он тоже что-то переживает из-за королевы мечей, да?
вы тоже с ним холодны сейчас. То есть, в принципе, вы подходите друг другу, конечно, по масти. То есть король мечей, королева мечей. Но вы оба холодны. Так, хорошо. Есть ли перспектива отношений на ближайшее будущее? Так, ладно, выпало 2 карты. Ну, смотрите, вот, ну, как бы есть карта 8 кубков. То есть здесь как будто выход из отношений есть. Или один из партнеров как-то вот ушел в поиске себя, в поиске чего-то недостающего. Вот. Конечно, здесь у нас есть паж кубков и 6 кубков. То есть какие-то эмоции друг к другу, есть ностальгия по поводу друг друга по карте 6 кубков. Но все как-то вот умеренно. То есть, ну, эмоции есть. Воспоминания друг о друге хорошие есть. Ну вот меня немножко смущает 8 кубков. Это вот как... Тут как будто есть какие-то разочарования в отношениях. Так. Что нам еще скажут карты? Давайте спросим совет у карты Таро для вас. Надеяться, верить и любить. Вот. По 3 этим картам. Смотрите, шикарные 3 карты. Все у вас будет хорошо, будет любовь. Вы снова сможете раскрыть себя как королева кубков, то есть такая чувственная, нежная, ласковая, добрая женщина из королевы мечей. Снова будете королевой кубков. То есть и туз кубков — это вот такая карта, которая прям вот про любовь, конкретно про любовь говорит. И карта звезда, карта надежды. Может быть, также это проиграться, карта далекого будущего. То есть могу интерпретировать эти карты, что в далеком будущем у вас все будет прекрасно в любовной сфере. Все будет хорошо, будет любовь. То есть либо давайте воспримем эту карту как карта надежды, что все будет хорошо. Так. Будет ли как-то партнер делать к вам какие-то шаги в ближайшее время? Да. Ну, смотрите, тут, конечно, такая ситуация. То, что вот посередине 2 пентаклей. Человек жонглирует 2 пентаклями здесь. Он пытается понять, что ему сейчас нужно сделать. Резко очень к вам проявиться по рыцарю мечей, потому что это очень быстрая карта. То есть резко проявиться к вам и выяснить отношения с вами. Либо наоборот залечь на дно. Вот он сейчас находится в этой позиции. Он пока не определился, что ему нужно сделать. То есть нужно дать человеку время немножко, сделать выбор, да? Так, давайте такой вопрос, который тоже люблю задавать. Так, любит ли он вас? Ну-ка. В какой-то степени хочет с вами заново начать отношения по шуту, да? И легкости ему хочется в ваших отношениях. Также вот по этой карте, по 4 пентаклей, могу сказать, что, скорее всего, человек с таким характером собственничества. Возможно, он хочет как бы владеть вами. Может быть, даже немножко эта карта с негативной стороны может проиграться. То есть человек хочет, считает вас своей собственностью. То есть здесь не вышла какая-то карта, показывающая мне о чувствах, но как бы все равно
вот по пажу Пентакли, он тоже ищет возможность все-таки как-то с вами быть. Ну, как-то вот так вот, да. Пишите, как у кого проигрывается. Ну, конечно, я не забываю о том, что сигнификатор всей этой позиции у нас сегодня башня. То есть был какой-то разрыв, скандал, что-то как бы. Но, опять-таки, на совет карт Таро выходят очень красивые 3 карты, которые вам говорят о том, что все будет прекрасно в любовной сфере. То есть не стоит переживать, все будет хорошо. Вот. Так, ладно, наверное, такой у нас был маленький раскладик. По первому варианту пока все. Пишите комментарии. Так, давайте ко второму варианту перейдем. Итак, сигнификатор второго варианта — это у нас король кубков. Так, прекрасная карта. Скорее всего, это у нас выходит карта как сигнификатор партнера. Он у нас сегодня человек, который способен дарить свою любовь. Так, ну и вообще король — это такой, как бы уже устаканившаяся личность, благородная личность, обладающая очень хорошим... Эта карта обладает очень хорошими, как бы, положительными качествами на данного партнера, да? Так, давайте посмотрим, что он представляет из себя сегодня. Так, ну смотрите, так, возможно, здесь выходит нам десятка пентаклей, карта семьи и карта суд. Возможно, он как-то хочет воскресить отношения, да, может быть, он как-то хочет, если вы состоите уже в семье, в браке, если у вас были какие-то не очень хорошие ситуации, то человек как-то хочет заново вернуть былые эмоции, чувства. Вот. Давайте дальше посмотрим, что нам еще выйдет. Так, что он думает конкретно о вас на сегодняшний день? Так, посмотрите, что-то не очень такие хорошие карты вышли. Во-первых, есть десятка мечей, то есть карта какой-то точки. Может быть, кто-то здесь кого-то предал. Может быть, кто-то из партнеров поставил здесь точку. Вот. И еще также вот эта карта пятерки пентаклей говорит нам о том, что человек сейчас как будто вообще без ресурсов. Не в плане, ну, не только, может быть, в финансовом плане проиграется без ресурсов, может быть, в душевном, то есть эмоций нет каких-то, то есть, ну, нуле эмоций, да. Но карта звезды нам говорит о том, что все-таки какая-то надежда на вас у него есть. Может быть, вы сейчас на расстоянии по карте звезда. Может быть, он как бы мечтает о вас по карте звезда. Но вот есть какая-то точка, да? И тут и нам еще выходило то, что он хочет воскресить как-то вот отношения, семью хочет воскресить. Так.
Что он чувствует к вам на сегодняшний день? Давайте посмотрим также позицию. Ну, тоже карты, как бы, с одной стороны, вроде есть какие-то мысли о вас, тяга к вам. Хочет он как-то вот, может быть, по-новому все опять, скажем так, обнулиться хочет, как-то по-новому, может быть, что-то хочет начать с вами отношения. Есть карта отшельник, то есть человек сейчас немножко в себе, закрылся, может быть, не пишет вам сообщения, может быть, как-то, ну, вообще, в общем, ушел в себя. Так, что вы к нему чувствуете на сегодняшний день? Ну, вы хотите, чтобы он проявился к вам и как-то защищал вас, как-то одаривал вас своими эмоциями, может быть, материально как-то или еще что-то. Но у вас есть конфликт по 5 мечей. Так. Собирается ли человек в ближайшее время что-то предпринимать по отношению к вам? Ну да, он готов как-то работать над этим, над всем, да, и, в принципе, он видит вас главной женщиной в своей жизни, то есть хозяйкой или императрицей. То есть вы для него как бы женщина, в которой он нуждается. Так, да, есть шанс того, что он будет делать шаги в вашу сторону. Так, вообще есть ли перспектива в отношениях на ближайшее будущее? Ну, в принципе, есть по 2 кубков. Четкие карта влюбленных. Вот, но пока у вас ситуация зависла, и, видимо, вам нужно найти компромисс по 5 жезлов, потому что здесь люди изображены, которые не могут никак договориться. Вот, ситуация пока подвисла. Но, тем не менее, все-таки по этой карте можно сказать, что перспектива есть. Вы здесь как 2 влюбленных, да, выходите. Так, давайте спросим совет карт Таро для вас на сегодняшний день. Так, смотрите. Ну, во-первых, наверное, ваша ситуация, которая была такая, конфликт или еще что-то, она как бы, может быть, существует еще на сегодняшний день, но она была, наверное, уже как бы давно, потому что сейчас человек настроен, он как бы сейчас король кубков, то есть, в принципе, он как-то готов дарить свою любовь. Что у вас? Здесь у вас есть какая-то тяжесть на душе, вам надо ее сбросить. Сейчас сделать, возможно, какой-то выбор вам нужно. Сбросить какую-то тяжесть, сбросить какие-то оковы. Вы взяли на себя очень непосильную ношу, скорее всего, в этих отношениях. И если вы сбросите вот эту непосильную ношу, то карта 7, 10 кубков, то все будет хорошо. И также нам показывают здесь карты, то, что даже если вы сейчас находитесь вот в таком плачевном состоянии, вам плохо, и вы переживаете, у вас есть какие-то страхи, которые, кстати, не совсем оправданные по 9 мечей, то есть шанс на завершение всей этой кризисной ситуации. То есть карта мира нам в конце вот выпадает.
Все будет хорошо. Тоже как бы хочу остановиться на этой карте. Не переживайте, если у вас сейчас есть какая-то тяжесть на душе, вы переживаете по поводу этого партнера, он на сегодняшний день настроен очень положительно. Если он даже находится в отшельнике, как-то закрылся от вас, все равно у него как бы энергия вот этой карты положительная на сегодняшний день. Так, немножко отвлеклась, но в общем хочу сказать то, что если даже вы сейчас находитесь в какой-то удрученности, да, то есть шанс все исправить, и все будет хорошо по карте мир. Может быть, вы также эта карта может означать карта примирения, вот, и завершение какого-то тяжелого периода. То есть карты вам подсказывают, что все будет хорошо. Вот. Так что пишите комментарии, у кого как проигрывается. Буду рада. Так, а я перейду к третьей позиции. Так, третья позиция у нас. Сигнификатор семерка мечей. Так, здесь у нас вообще карта обмана, да? То есть здесь произошла какая-то ситуация, где кто-то не совсем красиво себя повел. Может быть, что-то не досказал, не договорил. То есть карта такого обмана. Давайте посмотрим, какой партнер у нас на сегодняшний день выходит. Так, ну партнер у нас здесь работает над разрешением какого-то конфликта. Пытается найти какой-то компромисс. Возможно, он сейчас находится в работе по восьмерке пентаклей. Трудится. Вот. А может быть, вы проигрываетесь как на расстоянии с этим партнером по карте звезда. Вот. Так. Что он думает о вас сегодня, на сегодняшний день? Так, ну как-то вот у вас повисла какая-то ситуация, он, видимо, хочет решить с вами какой-то конфликт и хочет это сделать по справедливости по карте первого священника. Так. Что он чувствует к вам? Так, смотрите, ну, возможно, вы были в отношениях, да, или до сих пор как бы состоите, потому что карта влюбленных, старший аркан, это как бы такая очень сильная карта. То есть вы проигрываете здесь как пара, которая как бы может быть кармически как-то связаны или вообще судьбой предначертаны друг другу. Ну вот дальнейшие карты нам показывают, что как-то может быть что-то обнулилось и может быть человек хочет заново построить с вами отношения или еще что-то. Ну, то есть либо он мог выйти из этих отношений и пойти путешествовать, скажем так, по миру, да, по карте Шут. И также есть любовное разочарование по пятерке кубков. Так, что вы чувствуете к этому партнеру на сегодняшний день? Вы чувствуете любовь. И вы хотите, чтобы партнер проявился как-то к вам, дал какую-то весточку о себе. Вы чувствуете себя пока в ограничении.
по 8 мечей. Вам очень тяжело. Так, давайте, есть ли перспективы на будущее в этих отношениях? Да, есть. Мало того, что выходила карта влюбленных, это тоже кармические отношения, и карта дьявола. Тоже проигрывается как карта кармических отношений. Вас очень тянет друг к другу. Но вот все-таки дьявол, сами понимаете, немножечко может нести негативный характер. То есть вы как бы в связке. Может быть, здесь кто-то кем-то пытается манипулировать, может, кто-то от кого-то созависит. Также, конечно, эта карта говорит нам о сексуальном притяжении друг к другу. Но вы здесь выходите королевой кубков, он выходит императором. То есть, в принципе, все равно как пара проигрываете здесь снова, да? Так. Но вас в любом случае будет тянуть друг к другу. Это однозначно по карте дьявол в дальнейшем. Так, давайте совет карт Таро для вас. Ну, как-то, может быть, нужно сейчас пока уйти в себя. Может быть, по карте Луна довериться своей интуиции. В принципе, здесь карта говорит, рыцарь кубков, о том, что человек к вам проявится и принесет кубок. Так, что еще? Ну, смотрите, 3 карты на любовь сразу. Двойка кубков, это карта влюбленных как раз. 9 кубков, это тоже наполненность любовью. И 6 кубков, то есть карта либо общих детей, либо карта ностальгии, то есть тоже хорошая очень позиция. Все у вас в любви будет хорошо. То есть человек, я думаю, что он все-таки проявится по рыцарю кубков, тем более вы здесь постоянно проигрываетесь парой. Уже 3-й раз проигрываетесь парой. То есть, да, вот может быть между вами на сегодняшний день были какие-то недосказанности, какие-то конфликты, недопонимания, что-то кому-то кто-то недосказал, где-то, может, кого-то обманул, да, в какой-то степени. Но, тем не менее, как бы на будущее все у вас будет хорошо. Вы будете наполнены любовью, и карта намекает на то, что вы будете вместе. Вот. Наверное, даже больше не буду ничего выкладывать. Мне очень нравится вот эта позиция. 3 карты на любовь сразу, на любовную сферу. Вот. Желаю вам удачи. Спасибо большое за просмотр. Пишите комментарии. Может быть, захотите какие-то определенные расклады, темы раскладов, пишите тоже в комментарии. Буду ждать. Спасибо за просмотр.